Их труд обычные граждане практически не видят, но именно благодаря им удается в кратчайшие сроки выявить преступника. Особая внимательность и способность анализировать множество данных. Такими чертами должен обладать профессиональный криминалист. Руслан Фаткулин продолжит. Начальник экспертно-криминалистического отдела Елена Патрушева произносит термины, не совсем понятные обычному человеку, но для ее подчиненных это ежедневная рутина. Ведь главная задача сотрудников отдела – сбор, а после анализ вещественных доказательств, найденных на месте преступления. Каким бы аккуратным ни был преступник, он всегда оставляет следы. Если это кража, то значит обязательно должны быть необходимо смотреть на проникновение, допустим, в помещение, либо в гараж, да, соответственно, может быть свободный доступ. Если свободный доступ, то значит это могут оставаться микрочастицы, следы рук, следы обуви. Если это с проникновением, то есть это, соответственно, остается то же самое, как бы, да, следы рук, следы обуви, микрочастицы, но опять же тут и уже добавляются следы взломов. Человеческий волос, след от протектора колеса и даже оторванная пуговица. Порой раскрыть сложное и запутанное дело помогает незначительная деталь. Зацепок на месте преступления может быть много, и далеко не все они видны невооруженным глазом. Такие как следы пальцев рук, след запаха даже то же самое, потом микрочастицы, волосы, одежда, следы обуви, перечислять их в принципе очень много. Также почерк. В почерке много очень признаков, которые можно определить, идентифицировать человека. Внимательность, кропотливость и способность видеть то, на что другие не обращают внимания. Вот черты настоящего эксперта-криминалиста, помогающие в конечном итоге раскрывать сложнейшие преступления. Руслан Фаткулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».